Вы смотрите «Итоги дня», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Синоптики прогнозируют образование заторов на реках Жиганского и Верхоянского районов. Там установилась холодная погода, замедляющая вскрытие рек. Один из самых крупных объектов первичного звена здравоохранения Якутии. В столице региона продолжается строительство больницы номер 2. Благоустройство города зависит от каждого жителя. Нерюнгринцы продолжают голосовать за улучшение общественных пространств в своей столице. 9 якутских фильмов с господдержкой выйдут в российский прокат в течение 2 лет. Кинопроизводителям выделили 20 миллионов рублей. Признание значимой роли библиотек в жизни современного общества. В Якутске начали подготовку к празднованию Дня библиотек. Какой будет программа мероприятий в этом году? По данным Якутского ЯУГМС, на реке Амге у населенного пункта Чимнаи Татинского района наблюдается повышение уровней воды. В ближайшие сутки прогнозируется дальнейший рост уровней. Возможен выход воды на пойму и подтопление пониженных участков населенного пункта. В связи с установлением холодной погоды в ближайшие 3 суток в Нижнеленских и в Верхоянском районах предполагается замедление процесса прохождения волны вскрытия на реке Лени. В пределах Жиганского района, на реках Яна и Адыча в пределах Верхоянского района. Вследствие чего существует вероятность образования заторов льда в данных районах. В случае образования заторов льда ожидается достижение уровня воды, близкого к опасным отметкам. В затронутых паводком районов Якутии могут продлить отопительный сезон. Ресурсоснабжающие организации готовы пойти навстречу, чтобы эту задачу выполнить. Об этом в ходе заседания правительственной комиссии сообщил первый вице-премьер региона Дмитрий Садовников. В целом отопительный сезон в республике проходит в штатном режиме. Всего за период отопительного сезона было ликвидировано 821 технологическое нарушение. В показателях по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению фиксируется снижение показателей аварийности. Что касается непосредственно самого прохождения отопительного сезона, мы фиксируем увеличение количества технологических нарушений по объектам электроэнергетики. Если говорить об объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, мы фиксируем ежегодное снижение количества технологических нарушений и аварий, что говорит о том, что у ресурсников, которые обеспечивают теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, правильно формируются ремонтные инвестиционные программы, которые направлены на повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Первый зампред правительства республики Дмитрий Садовников провел также совещание по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в регионе планируют ввести около 261 километра автомобильных дорог регионального и муниципального значений. На эти цели выделено более 8 миллиардов рублей, из которых 4,5 федеральные средства. Практически по всем объектам контракты были заключены, подрядчики уже приступили к работам. Что касается столицы республики, планировалось ввести около 23 километров дорог, включая продолжение капитального ремонта проспекта Ленина. Однако решением правительственной комиссии по региональному развитию выделен казначейский кредит в размере 267 миллионов рублей, благодаря которому будет отремонтировано на более чем 7 километров дорог больше. В этом году мы ожидаем, что с учетом федеральных, республиканских и муниципальных дорог мы стремимся к показателю 500 километров, и мы уверен, с учетом распределения дополнительных средств по местным дорогам, вчера распределили, и, соответственно, мы доведем этот показатель до 500 километров. Сегодня на местной дороге сумма уже на самом-то деле ранее никогда не выделяемая, рекордная сумма более 1 200 000 000 рублей, не считая города Якутска. В Гагаринском округе Якутска продолжается строительство поликлиники городской больницы номер 2 на 600 посещений в смену. Шестиэтажное здание поликлиники станет одним из самых крупных объектов первичного звена здравоохранения Якутии, которое оснастят современным медицинским оборудованием экспертного класса. Подробности расскажет Лена Андреева. Сейчас площадь городской больницы номер 2 меньше 5000 квадратных метров. При этом она обслуживает более 42 тысяч жителей Гагаринского округа и пригородов. И уже к 2024 году больница получит 9 тысяч квадратных метров. Медицинский комплекс будет расположен на перекрестке автострады 50 лет Октября и улицы Севастопольская. В новом здании расположится детская и взрослая поликлиники, и также женская консультация и многие другие специализированные отделения. Акцент будет сделан на информационных технологиях и в новом стандарте «Умная поликлиника».
то у нас еще на территории будет, значит, помещение для расположения подстанции скорой медицинской помощи. Это тоже как бы было решено еще в 2019 году, когда проектировалась эта поликлиника. Мы принимали активное участие в медико-экономическом обосновании. Объект строится с привлечением частных инвестиций в рамках соглашения между Республикой Саха-Якутия и ООО «ВИС Развитие». Строительство планируют закончить и выйти к лицензированию к 2024 году. Сейчас мы производим обвязку сваи для того, чтобы производить монолитные работы. Мы получили разрешение на строительство до февраля 2026 года. Но данный объект мы планируем закончить в связи с проблемным участком. То есть у нас есть расщепленные грунты, которые мы пока до сих пор не стабилизировали. Срок строительства мы планируем закончить где-то в 2024 году. На таких же принципах государственно-частного партнерства на территории города Якутска построены и введены в эксплуатацию 4 школы, 5 детских садов и Центр культуры и современного искусства. Такое строительство позволяет приблизить к достижению целей, поставленных главой региона в указе о развитии Якутска до 2032 года. Лера Андреева, Иван Саракомов, Якутск. Если мы будем едины, то победа всегда будет за нами. Об этом заявил председатель Комитета по экономике, промышленности и инвестициям Государственного собрания ЛТУМЭН Павел Петров. Он выразил мнение о том, что второй волны мобилизации для гражданских лиц не будет. Кроме того, председатель добавил, что боевые действия на Донбассе не прекращаются с 2014 года. И наша страна долго пыталась прекратить конфликт мирным путем. Однако Запад не оставил нашему президенту выбора. Вот в чем смысл нашей операции. Защищать наших людей, которые находятся там и проживают на этой территории. Я думаю о том, что это правильная, очень благородная цель. И именно поэтому Россия не может проиграть. Мы долго рассчитывали на переговорный процесс, но, к сожалению, здравый смысл со стороны наших западных партнеров не возобладал. И, к сожалению, он, я думаю, не возобладает в будущем. И у России не остается ни одного выбора, кроме как пойти на этот вынужденный шаг. Как будет развиваться Дальний Восток и Арктика, и что уже сделано, обсудили в Москве. В столице завершилась коллегия Минвостокразвития России, посвященная итогам работы ведомства в прошлом году и планам на предстоящий период. Чего удалось добиться и что еще ждет регион впереди, узнаем из материала Максима Кардозу. Заседание комитета началось с подведения итогов 2022 года. Эксперты не скрывают, год был тяжелый. Санкции, уход иностранных инвесторов, пандемия. Но, несмотря на трудности, на Дальнем Востоке построено 178 новых предприятий. Создано 25,5 тысяч рабочих мест. Подписано 530 новых инвестиционных соглашений. Мы видим сейчас стратегическое значение таких проектов, как «Северный путь», расширение восточного полигона, переориентация экономики на восток и создание нового качества взаимодействия с крупными странами Азии, и с Китаем, и с Индией, и с Юго-Восточной Азией. Вся перестройка международных отношений сейчас повышает значимость работы по развитию Дальнего Востока. Ну и, конечно, в нашей работе не прекращающееся внимание повышения качества жизни людей. Планы на 2023 год тоже большие. Дальний Восток и Арктика – это приоритет для страны. По федеральной программе в Якутии планируется реализация сразу нескольких проектов. Это продолжение благоустройства дворов, строительство образовательных учреждений, спортзалов и культурных центров в разных районах республики. Дальневосточная ипотека развивается. Наша республика одна из передовиков здесь по освоению этой программы. Дальневосточный гектар хорошо принимается дальневосточниками. Очень бурно развивается жилищное строительство, где мы тоже отмечены как передовые. Но я сам лично имел удовольствие не раз посещать эти объекты. Хочу сказать, что действительно гордость берет, когда заходишь и в кардиососудистый центр в Якутске. Его Михаил Альбертович Мурашко назвал одним из лучших в России. Дальний Восток сегодня – это регион интересный и для иностранных инвестиций. Привлечению новых партнеров будет уделено особое внимание. Китай, Индия, Таиланд, Монголия и другие страны Юго-Востока заинтересованы в сотрудничестве. И это особенно подчеркивают эксперты. Так что можно полагать, что разворот на восток будет грандиозным. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. 2,5 недели назад в столичном торговом центре ЛНР вспыхнул пожар, в результате которого пострадали 19 квартир. В 3 из них ущерб самый значительный. Теперь жильцам этих квартир придется начинать все с нуля.
С пострадавшими встретилась Мария Кардашевская. После большого пожара, который произошел 4 мая, в двухкомнатной квартире, в которой проживает семья Голоковых, сгорела вся мебель и техника. Ничего не предвещало беды. В тот день хозяйка находилась дома после ночной смены и спала в своей комнате. Женщина проснулась от громкого хлопка. Проснулась, а у меня шторы были закрыты, штору отодвигаю, смотрю, а там вообще огонь полностью вообще. Я сразу ребенка давай кричать, он у меня на дистанционном обучении учился дома. И я его сразу крикнула, смотрю, а вот здесь труба была от воздухоочистителя, уже дым черный, короче, поступает в квартиру. Я его сразу крикнула, он бедный в одних трусиках куртку только накинул, в одном ботинке выскочил на улицу. И все, я тоже пока здесь в коридоре кошку ловила, смотрю, уже окна лопнули, уже огонь в квартиру уже поступил. У нас вот стоял шкаф-купе трехстворчатый, здесь телевизор на тумбочке посередине, там был угловой компьютерный стол с компьютером. На сегодняшний день силами управляющей компании в подъезде восстановлено электричество и сделан косметический ремонт. Мы сейчас закончили, получается, космический ремонт. Какие-то замечания, если сейчас есть, у жителей, мы сейчас их устраняем точечно. Сильно пострадало 3 квартиры, по остальным квартирам, там 19 квартир, там были повреждены окна, были повреждены входные двери. Фонд капитального ремонта установит окна и двери, отремонтирует фасад здания и балконы. А вот ремонт квартир ложится на плечи самих собственников. И в этот трудный момент на помощь пришел телеканал «Якутия-24», который обратился в группу компаний «Вентур» с просьбой оказать содействие. И компания не прошла мимо чужой беды. К нам обратились наши друзья с телекомпании «Якутия-24» вписаться как компания, которая сможет помочь в поддержке жильцам, которые попали в такую непростую ситуацию, при пожаре жилого дома ЛНР. И стал вопрос о том, что есть квартиры, которые полностью там выгорели, и стал вопрос о замене электрики полностью. И наша компания все-таки как социально ответственная своего рода, мы решили, что мы поможем в этом случае, мы предоставим материалы для восстановления электрики в этих квартирах. Конечно, хочется пожелать людям найти сил, терпения, то, что есть компании и в сфере бизнеса, и простые люди, которые, в принципе, не проходят стороной, и наша компания «Вентур», в принципе, оказалась именно такой, которая не прошла мимо. Совсем скоро семья Голоковых уедет в отремонтированную квартиру. Ну а редакция телеканала «Якутия-24» напоминает, что очень важно протягивать руку помощи и не оставлять пострадавших один на один со своей бедой. Мария Кардашевская, Григорий Хлопков, Якутск. Благоустройство города зависит от самих жителей. В Нерюнгри продолжается рейтинговое голосование на улучшение общественных пространств. Оно проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с целью сделать города комфортнее, повысить индекс качества и вовлечь жителей в процесс благоустройства. Внести свою лепту, отдать свой голос можно до 31 мая, а выбрать и ознакомиться с проектами можно на всероссийской онлайн-платформе 14.городсреда.ру. Такой метод позволяет включить горожан к вопросам формирования городской комфортной среды. Нерюнгринцам нужно набрать порядка 12 тысяч голосов. На сегодняшний день у нас всего 4073 голоса жителей города Нерюнгри, что является 3-й частью установленного минимума для участия в данной программе. Дополнительно есть еще один способ по рейтинговому голосованию. Это при помощи волонтеров прийти необходимо в субботу с 11 до 2 часов в организацию «Первостроители», которая находится по Дружба народов 29/2. Проспект Ленина в столице региона озеленят 5000 саженцев в 2 этапа в рамках капремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На эти цели выделили порядка 30 миллионов рублей. Зеленые насаждения включают в себя кустарники и деревья. Также сообщается, что предусмотрено озеленение в виде посадки газона. По информации главного специалиста отдела дорожного строительства МКУ «Главстрой» Дениса Статюка, первый этап озеленения начался 19 мая и продлится до 15 июня. Второй начнется в августе и закончится 15 сентября. В Ленске снова начал курсировать дачный автобус. Он вышел на линию с 15 мая. Этого дня с нетерпением ждали дачники. О том, как прошел первый рейс маршрута, в материале наших ленских коллег.
Раннее утро. Автостанция. Дачный автобус подъезжает на остановку за полчаса до его убытия. Мы приехали за 10 минут. В транспорте уже было несколько человек. Многие пенсионеры пришли сюда с города, чтобы успеть занять посадочные места. Ну, у нас свои места. Мы ходим через парк, и там все, вот видите, занимаем, а вот люди, которые опаздывают, они стоят. Евгения Степановна сегодня едет на дачу тоже на автобусе. Постоянно эта миссия ложилась на ее дочь, но в этот день она была на работе. Когда дочь меня возит, пока она у меня не в отпуске, а когда она уедет в отпуск, то придется ездить. Ну нет, летом ночую, конечно, там. Пассажиры удачного автобуса постоянные, все уже знакомы. Здороваются, пока едут до садоводства, общаются, рассказывают, какие планы на день и что уже успели сделать. Я уже морковку посадила, и там, правда, прохладно, и воду приходится заказывать водовозкой. Пенсионеры утром едут на дачу, а вот молодежь, наоборот, в город по делам. Мы рады, что есть такой автобус, но дороги ужасные, и в пылище дышать нечем. А так мы рады, что есть такой автобус. Рано утром можно уехать на работу. 15 мая начинает автобус ходить, и мы переезжаем на дачу. За дачным автобусом закреплены 2 водителя. Каждый работает на этом маршруте уже более 2 лет. Они знают каждого садовода в лицо, помнят остановки, на которых выходят. Для дачников водители тоже уже стали родными. Много людей ездит. И в основном бабушки, дедушки угощают так иногда редисочкой, огурчиками, как-то так. С прошлого года дачный автобус ходит до конечной остановки. В рабочий день делает 3 рейса, в выходные 4. Завершает свою работу ближе к 9 часам вечера. В это время он забирает садоводов с дач и везет в город. Любой рейс, будь то утренний, дневной или вечерний, дачный автобус не бывает пустым. Светлана Болева, Александр Ильчук, Ленск. Все дети должны иметь равные возможности первичного образования и реализации в обществе. Как содействовать этому, знают в детском саду «Родничок» в Тамоте. Там побывала и наша съемочная группа. В год педагога и наставника Российской Федерации приказом Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия один из самых больших садиков города Тамота, «Родничок», был объявлен победителем в конкурсе службы ранней помощи. Созданная ранее служба будет охватывать детей от рождения до 3 лет. Это дети, которые не посещают дошкольное образовательное учреждение. Это будет служба оказывать помощь прямо с самого рождения. Будут тесно взаимодействовать с семьями, работать с разными структурами. Это здравоохранение нашего города Тамот, это департамент образования, это наш психолого-педагогический, медико-психологический консилиум Алданского района и социальные службы структуры. Детский сад «Родничок» вошел в реализацию проекта мероприятий по развитию системы ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям в Республике Саха-Якутия. Путь к цели не был однозначен, и в конкурсе принимали участие 10 дошкольных общеобразовательных учреждений, таких как город Мирный, поселок Жатай, поселок Кызылсыр, поселок Чурапча, город Тамот, город Среднеколымск, поселок Оленек, город Якутск и поселок Нерюктянск. Вообще, раньше это вообще же были бамовские детские сады, и было очень много детей. То есть, и в связи с тем, что сейчас идет большой отток населения, существует программа переселения, очень много людей выехало. Соответственно, детей дошкольного возраста с каждым годом становится все меньше и меньше. Будут приезжать люди, будут дети. Соответственно, все проекты, которые на сегодняшний день нам предлагает республика, район, они будут для нас актуальны. А так, конечно, проект очень интересный. Не все дети раннего возраста, имеющие ограниченные возможности, могут посещать детский сад в силу разных проблем. Поэтому такое решение службы ранней помощи, она, конечно, помогает детям социализироваться, получать образовательную услугу, коррекционно-развивающую работу. Проводят специалисты, учителя-логопеды, педагоги-психологи, воспитатели, то есть люди, имеющие определенную подготовку. На данном этапе надо работать еще психологом и с родителями, потому что когда ребенок имеет ограничения в семье, я сама испытала такое, это было, конечно, шок для родителей. Но потом, когда понимаешь, что надо ребенку дальше развиваться, и прежде всего надо с родителями работать, чтобы родители не стеснялись того, что у них есть ребенок с ограничениями. А ограничения – это не приговор. Раннее начало комплексной помощи будет способствовать улучшению состояния здоровья детей, максимальному развитию их реабилитационного потенциала,
более высокому уровню их социализации позволит повысить уровень и качество жизни семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Роман Сливкин, Игорь Тупицын, Ренат Нахиев, Томот, Якутия 24. Буквально только что президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил золотую звезду Героя России командиру добровольческого отряда «Ботур» из Якутии Александру Колесову. Колесов – первый из якутян-добровольцев, получивший высшее звание, присваиваемое за заслуги перед страной и народом. Командир «Ботура-1» не только выполнил боевую задачу, но и спас жизни 50 товарищей. Уничтожил боевую технику. Первый якутский добровольческий отряд «Ботур-1» был сформирован 27 июля 2022 года по поручению главы региона Айсена Николаева. За время проведения специальной операции в Якутии было сформировано всего 5 добровольческих отрядов. Они передают не только знания. С искренним уважением поручу сегодня почитание. Я очень рад, что наш земляк получил такую значимую, такую большую награду. Это самая главная награда нашей страны, нашей России. Поэтому это же пример нашему поколению, новому поколению детей, которые мы учим, которые мы тренируем. То есть на таких людях должны наши дети равняться, то есть на них должны равняться. «Ботур» — это первый добровольческий отряд республики, который поехал на СВО, и после них поехало очень много уже отряда, много добровольцев, поэтому они были первыми. У них были, конечно, и потери, но по них мы равняемся. Это действительно настоящие мужчины, настоящие воины, на которых мы должны равняться. Александр Гаврилович Колесов не только с честью выполнил боевую задачу, но и вывез из-под обстрела раненых товарищей. Удостоен звания Героя России. Отдаем должное мужеству всех бойцов, отваге и стойкости специалистов, помогающих налаживать мирную жизнь в новых регионах. Среди тех, кто сейчас защищает будущее нашей государственности, воины из разных республик и регионов страны. Все они вместе сражаются за Родину, за Россию. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга в ходе специальной военной операции, звание Героя Российской Федерации присвоено Колесову Александру Гаврильевичу, командиру отряда добровольцев «Батур-Барс-2», Республика Саха, Якутия. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, я благодарен нашему президенту Владимиру Владимировичу за оказанную честь и доверие. Для меня огромная честь получить высокую награду моей Родины. Это очень ответственно и почетно. И это не только моя награда. Это награда в том числе и наших боевых товарищей, тех, кто отдали свои жизни, защищая нашу страну. Это награда, оценка наших подвигов в специальной военной операции. В ратном деле только взаимовыручка, поддержка и помощь братьев по оружию способствует выполнению поставленных задач четко и слаженно. Хочу выразить благодарность моим землякам-якутянам. Это мобилизованные контрактники-добровольцы. Они вместе со своими братьями со всей России на передовой самоотверженно защищают нашу страну. Строителей, медиков, волонтеров, которые трудятся на Донбассе, руководство моей республики и простых жителей, которые, помогая нашим бойцам и их родным и близким, вносят свою лепту в дело нашей общей победы. Для нас примерами являются
наши легендарные герои прошлых лет. Их подвиги бессмертны. Бессмертны подвиги и сегодняшних героев. Сегодня весь Запад ополчился против нас. Их цель – уничтожить нашу страну, растоптать, оболгать ее. Но мы, потомки наших славных предков, не допустим этого никогда. Так было, так есть и так будет впредь. Наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами. Благодарю. 9 фильмов, снятых якутскими кинематографистами, на производство которых были направлены субсидии из госбюджета республики, выйдут в прокат в текущем году. Субсидии направляют по различным направлениям. Это авторское, анимационное, дебютное, детское и документальное кино, а также на экранизацию произведений якутской литературы и на продвижение фильмов на кинофестивале и кинорынке. Конкурсный отбор, по итогам которого победителям предоставляют из госбюджета республики субсидии на поддержку укрепления национального кинопроизводства, проходит в республике ежегодно с 2020 года. Признание значимой роли библиотек в жизни современного общества. Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается День библиотек. В этом году праздник пройдет в Якутске в формате фестивального чтения «Читаем все». Он объединит 4 библиотеки города. Это Национальная библиотека Якутии, Республиканская библиотека для слепых, филиалы централизованной библиотечной системы Якутской и научная библиотека СФУ. Организаторы представят 17 крупных разноплановых мероприятий в течение мая, в том числе популярные акции «Библионочь», «Сила книги-2023», а также открытие новых точек и награждение лучших в библиотечном деле. Это были все новости к этому часу. До скорых встреч!